28 лет прошло, как жители Ингушетии заявили о своем намерении строить национальную государственность в составе Российской Федерации. Стремление к самостоятельности было оправданным, а вознаграждение за годы усилий общественных лидеров на политической арене – это благодарность и признание народа. Это действительно для нас замечательный и знаменательный праздник 4 июня. Это образование Республики Ингушетия. За этот период республика прошла огромный путь с образования и по настоящее время. Республика развивалась и на сегодняшний день также, не сбавляя темпов, развивается. В этот день мне хотелось бы пожелать нашим землякам, нашим жителям республики, что можно пожелать самым близким и родным. Это чтобы у них было здоровье, были счастливы их дети, чтобы нас радовали своим долголетием наши отцы, дедушки, бабушки. В нашей республике многое сделано, и это видно. Заканчивается в этом году и федеральная дорога. Очень много построено за годы и школы, и спортивные сооружения, и больницы, дома культуры. Особо хочу поздравить тех людей и поблагодарить их за труд, который они вложили в развитие нашей республики. В этот день я хотел бы, чтобы мы организовали, и мы готовились к этому. У нас все было подготовлено, и хотели вместе все очень шумно, красиво попраздновать этот день. Но, к сожалению, COVID-19, будь он неладен, вот он нам нарушил тот ритм, который мы, и дату, которую мы, в общем-то, хотели отметить всем народом. Но хотел бы сказать жителям республики, что у нас идет год 250-летия. Мы обязательно отпразднуем совместно, перенесем просто наш 4 июня, день образования республики, на поздний срок просто. И мы сделаем праздник для жителей республики, для каждого. Хочу так сделать для себя тоже, потому что я первый раз буду на Дне республики. У меня не получалось это. Статья 1. Образовать Ингушскую республику в составе Российской Федерации. Как и все ингуши, я, конечно, очень был рад этому. И моя семья, и мои родственники, и весь народ. Мы были очень рады. Я помнил еще то время, когда старшие рассказывали о том, когда мы, были Ингушская автономная область, какие у нас были предприятия, свои руководители были. Да, мы с чеченцами братский народ, но какой бы ни был хороший брат, хорошо иметь собственный двор и собственную республику. И верила с трудом, что нам удастся это сделать. Но благодаря тем лидерам, которые пошли впереди, и именно усилием всего народа. Иногда я слышу такие высказывания, что тот сделал это, республика сделала. Это неправда. Это сделал весь народ. И только лишь потому, что мы все этого хотели, нам удалось это.
деятельность лучших сынов, можно сказать, нашей республики за ее создание, она началась очень давно. В 1888 году ингуши отдельными участками вошли в состав Сонжинского казачьего отдела. И в этот период, в преддверии вот этой революции, в 1904 году, мы помним, что началась русско-турецкая война. Желающих воевать было не очень-то много. И единственное светлое пятно вот в этой войне – это было участие ингушей, вот, чудеса героизма, которые ингуши показывали. Выясняется то, что ингушам обещали, вот Мартиросян, он пишет о том, что ингушам обещали освободиться от, как говорится, такого вот диктата казачьего, атамана казачьего отдела. Достаточно большое количество всадников вступило в ингушскую сотню. Во главе этой сотни был известнейший, вы знаете, это такая тоже, можно сказать, легендарная личность, мы мало внимания ему уделяем, это Альберт Нальгиев. Нальгиев Эльберт Асмурзиевич, уроженец селения Сурхахи, в составе Терско-Кубанского конного полка участвовал в русско-японской войне. В боях был ранен, награжден 6 орденами и памятной медалью. Войсковой старшина, был известен высокими нравственными качествами. Что-то очень сильно ими двигало. Добыть для ингушей свободу, добыть вот этот вот Назрановский именно округ, чтобы их выделили. Иса Алмаз очень глубоко занимался этими периодами, вот, участием ингушей во внешних войнах России. И он говорил, он рассказывает, он говорит, что когда вот, значит, были войска окружены, и пришел Эльберт, и он якобы сказал, говорит, все, на нас, мы, говорит, попадаем в плен. И наши деды спросили, а что такое плен? Потому что у нас такого слова нет. И он начал объяснять, в самых таких вот красках, понимаете, чтобы задеть самолюбие, все. И говорят, его спросили, а какие права, что мы имеем право? А вы, говорит, никаких прав, говорит, не имеете. А умереть мы имеем право. Понимаете, попав в плен, опозорившись таким образом и не добыв свободу для своего народа, ингуши не собирались, понимаете, жить дальше. Он сказал, а умереть имеете право. И вот на утро, в это время, значит, ингушские всадники рванули и пробили вот это вот окружение. Вот что значит для ингушей свое отдельное вот, территориальное или национальное образование. 1924 год стал памятным для ингушей. Тогда была создана Ингушская автономная область, которую и сегодня историки вспоминают периодом расцвета. Ингушский автономный округ, пока он существовал, ну, как ты правильно сказала, золотое десятилетие, да? Ну, как золотой век, скажем, пусть этот век в 10 лет. Очень много было сделано. И газета появилась, и письменность появилась первоначально на латинской основе, потом, значит, на кириллице перевели, потому что все, Россия на кириллице была. Появились театры, появились библиотеки. В 1934 году была создана Чечено-Ингушская автономия, которую в 1936 году преобразовали в Чечено-Ингушскую АССР. И в последующем становление ингушской государственности было прервано на многие годы. Когда нас выслали в 1944 году, то, конечно, это была большая трагедия для нашего народа. И я уже не говорю о территориальных вот этих вот ущемлениях. Дело в том, что наш народ древний на этой земле. Вот разница есть. Понимаете? Одно дело, когда кочевники, которые вот прибыли, или народ, который недавно прибыл, освоил эти территории, они проще смотрят. А наш народ древний на этой земле. Конец XX века ознаменовался событиями поворотными для всей страны и для ингушского народа. Самый конец 80-х, это перестроечные годы, и до 92-го года, как бы такой этап в национальном таком этом, национальной нашей истории, этап вот становления республики. И я житель Грозного, из Грозного, и хорошо, в общем-то, помню именно то, что происходило в Грозном.
Это такой был общественный подъем, порыв такой. Вот. Но он был завязан-то, в принципе, не столько на как бы непосредственно создание, собственно, республики. Референдум об этом несколько позже прошел, не в конце 80-х уже, а о создании республики в составе Российской Федерации, отдельной республики Ингушетия, или Ингушская республика, когда так ее называли. Но вот этот общественный порыв такой, вот, желание вот, как-то самореализации, национальной самореализации, он вот присутствовал. У нас было тогда несколько общественных организаций, но в первую очередь это две большие организации, которые как бы генерировали эту идею и как бы отвечали на запросы. Это Ингушского общества, это Народный совет, который был на съезде, втором съезде ингушского народа избран, и позже партия, несколько позже, НИСКО, справедливость. И вот эти две как бы общественные как бы силы как бы выражали одну идею, но может быть несколько разных таких транскрипциях, таких несколько по-разному подходы какие-то имели. Основное финансирование, развитие республики экономическое, вот оно фокусировалось на столице республики Чечен-Ингушетия, Грозном. Именно в Грозном находилось огромное количество промышленных предприятий и республиканских всевозможных объектов социальной и культурной вот, сферы. То есть библиотеки, школы, университеты, институты, масса и республиканские больницы, поликлиники, это все вот концентрировалось в Грозном. Ноябрь-декабрь 1972 года. Группа коммунистов и беспартийных ингушей составили и направили в ЦК КПСС письмо о судьбе ингушского народа. В заглавии письма авторы привели слова Леонида Брежнева. «Пожалуй, нет человека, который не испытывал бы неискоренимого чувства любви и привязанности к земле дедов и прадедов, к родной культуре, к своему языку, традициям и обычаям». Пребывание вот этой Ингушетии, районов проживания ингушей на вот этой периферии, их недоразвитие, экономическое, социальное развитие, вот оно вот как бы вроде подпитывало вот эту идею, что вот создание собственной республики позволит нам сконцентрироваться на наших проблемах и позволит нам развиваться в социальном и экономическом смысле. Я так думаю, вот я предполагаю так. После известных событий в Чечне руководство страны предложило ингушам определить свою судьбу. На общенациональном референдуме за создание ингушской государственности проголосовали 92,5% избирателей. Многолетняя борьба народа увенчалась успехом 4 июня 1992 года, когда провозгласили Ингушскую республику. Оглянуться назад, посмотреть. Я помню еще тогда, когда все это образовалось, и радость была от того, что у нас эта республика создана. И вместе с тем я очень хорошо знал потенциал Чечен-Ингушетии. Это был очень мощный регион с сильной экономикой, которая была значительно больше по масштабу, по объемам, чем у некоторых союзных республик. И зная, что здесь, вот на территории республики Ингушетия, я подумал, как же нам будет трудно все это дело создавать, практически у нас ничего-то, собственно, не было. Это мы создали республику на базе 3 сельских районов, об этом все знают. Правильно говорят, глаза боятся, а руки делают. Тот период довольно сложный, мы все его знаем годы становления, но нигде нам не стыдно. Ни в эту историю, ни доисторические периоды, ни дореволюционные, ни в царские, ни в советские, никогда нам не стыдно за свою историю. В марте 1993 года прошли выборы первого президента Ингушетии. 99,94% избирателей проголосовали за Руслана Аушева. Мы ему беззаветно верили, самое главное. Понимаете, я хочу, чтобы у нас вот такой вот порыв был. Даже негде было разместить у нас президента Республики Ингушетия Руслан Султанович Аушев в спешном порядке организовал строительство 3-го этажа на здании райкома партии. И вот там у нас это первое здание было. И каждое новое здание построено, вот я помню, как радовался, и все радовались так, как будто бы это вот для него это построено это здание. Республику мы, безусловно, получили, и это очень здорово, что мы ее получили. То есть в 1992 году как бы она была провозглашена и реально начала, может быть, несколько позже там структурироваться как бы как государственный механизм. Этот вот период, нарушено было поступательное развитие, потому что все было передано в Грозный. Я работала в Грозном в краеведческом музее, и я помню, там
были книги, на которых стояла печать Ингушского института краеведения. Вот все эти книги тоже туда ушли. Большой фонд очень хороший был, это как в Краеведческом музее. Эти фонды формировались не в Чечне, а в Грозном, в столице Чечено-Ингушетии. И чеченцами, и ингушами. То есть с территории Ингушетии производились какие-то археологические, предположим, раскопки, и какие-то предметы из этих раскопок попадали в Краеведческий музей, в столицу республики, в Краеведческий музей Чечено-Ингушской АСР. Много очень ценных вещей, действительно, там архивы наших писателей, наших художников, значит, поэтов, вот, общественных деятелей, они тоже там оказались. Либо в частных коллекциях там были, потом позже, ввиду войны, там же и были загублены, либо в государственных каких-то коллекциях, музеях, там, архивах. Ингушетии, долгое время пребывавшей в состоянии застоя, предстояло начать все с нуля. О тяжести ситуации в республике можно судить по числу беженцев, которые пребывали на территории региона. В 1993 году, по разным оценкам, их было более 60 тысяч человек. И в таких обстоятельствах налаживался диалог с федеральным центром. Рустам Султанович Аушев подписал специальный нормативный документ, указ о создании представителя Республики Ингушетия при президенте Российской Федерации в Москве. И с марта 1993 года я в этом представительстве работал, и огромное количество документов, которые наше министерство, правительство, администрация республиканская направляла в Москву вот, по текущим делам там, и так далее, они проходили через представительство, и представительство энергично работало, вот, реализуя какие-то вещи там. Нулевые года были очень сложными для региона. В Ингушетии, как и в ряде других северокавказских республик, орудовали бандиты. Ежедневные убийства и подрывы. Криминогенная обстановка обозлила людей, боявшихся за свои жизни. Ведь от шальной пули мог умереть любой, кто окажется не в том месте и не в то время. К нам заявились эмиссары со своей идеологией, которая нам вообще не подходила. А сколько жертв. И мы сумели переломить. Как говорят часто, мы эти силы принудили к миру. Принудили. Имевшая проблему в социальной сфере Ингушетия получила большую поддержку от федерального центра в 2010 году. В рамках реализации программы «Социально-экономическое развитие Ингушетии» в республике построили и реконструировали свыше 500 объектов. Самое значительное количество в системе здравоохранения – 31. В системе образования в рамках реализации программы социально-экономического развития построено 36 детских садов и свыше 50 школ. Построены и введены в действие несколько крупных промышленных объектов. Для региона, на территории которого некогда были один завод и одна фабрика, новые предприятия были весомым прорывом. Тепличное хозяйство прекрасное. Вот я побывал. Завод ЭТМ, просто шикарный завод, да. Завод по производству труб. У нас очень хорошее швейное объединение, но вот беда в чем? Вот таких вот предприятий, они строятся за счет бюджетных средств, а для того, чтобы запустить, нужны оборотные средства, а у нас, как у высокодотационного субъекта, этих денег, как правило, не бывает, и вот он начинает стоять, через какое-то время уже как бы создаются проблемы. Я думаю, что все-таки найдется инвестор, который начнет там работать, и оно заработает. Мы готовы принять любого инвестора, готовы поддержать, готовы защитить его права. Я знаю настрой руководства республики, да. В этом плане у нас никаких проблем нет. Программа развития территории у нас есть, разработанная кафедрой финансы и кредит Ингушского госуниверситета. Мы ее представляли в 2008 году. Она корректируется, с тех пор и не раз корректировалась. Мы представляли ее тогда новому правительству местному, нашему. Ну, как-то, мы же понимаем, это системные проблемы. И в одной отдельно взятой территории наверняка сложно решить, хотя посыл может быть уже задан, чтобы время зря не терять. Надо, чтобы система отбора лучших начала работать. Вот когда она начнет работать лучше поведут эту республику. Я уверен, что так это и будет в обязательном порядке, что у нас еще все впереди. У нас вот общее поколение хорошее. И я бы хотела, чтобы у нас было только все светлое.
понимаете, чтобы наша республика развивалась, чтобы мы доверяли друг другу, чтобы мы каждая сложная ситуация, чтобы нами решалась сообща. Понимаете как? И желаю счастья, как все говорят. И что наиболее актуально в наше время – здоровье. Научиться быть чуть-чуть более терпимым друг к другу и заниматься своим делом. И мы должны научиться уважать того, кто возглавляет республику. Если это все у нас будет, то я уверен, что у нас все пойдет. Она сложный период переживала все время. И поэтому я уже говорил и убежден в этом. Мы должны идти вперед. Если каждый гражданин, каждый человек, житель республики будет вносить свой вклад, пусть это будет очень маленький вклад, с песчинку даже, кто-то больше, кто-то меньше, но каждый будет созидать, прилагать все усилия на своем месте, просто выполняя обязанность мамы, это тоже вклад, потому что будут здоровые дети, они будут счастливые, если у них в семье порядок. Я хочу, чтобы у нас в каждой семье было согласие, чтобы понимали родители, что это тоже вклад в республику. Я хочу, чтобы наши школы, они более внимательно подходили к учащимся, начиная с первых классов, может быть, даже из детского сада, чтобы то, что им заложили, тягу к знаниям, тягу к труду, чтобы они в последующем, это и будет вклад в развитие нашей республики. Ну и, естественно, я хотел бы, чтобы те люди, которые ответственны, главы районов, главы городов, главы сельских поселений, и если они на своем месте будут выполнять свои обязанности честно, подходить к этому очень тщательно, к своей деятельности, и в целом у нас развитие республики будет. Но сегодня я хочу сказать, что мы очень большое внимание уделяем сельскому хозяйству. Сегодня я могу сказать, что мы очень много помогали и будем помогать сельхозпроизводителям, крестьянским фермерским хозяйствам, индивидуальным подсобным хозяйствам, которые занимаются с лесами. Кроме того, у нас на сегодняшний день развитие будет в строительстве. В строительстве развития у нас необходимо жилье. На это выделяются определенные финансы. Хотелось бы, чтобы все строители понимали, каждый недостаток, который они оставляют на стройках, в любом объекте, он отражается в целом на всю строительную отрасль. Поэтому каждый должен честно просто на своем, у меня пожелание такое. Ну а так, я думаю, что мы за период, сколько у меня сил хватит, сколько мне отдано Всевышнему быть главой, я буду все силы прилагать, чтобы каждый вектор направления промышленности, образования, здравоохранения, сельское хозяйство, неважно, промышленность, они развивались у нас. Мы помним все события прошлого, и хорошее, и плохое. Мы помним наших выдающихся земляков, благодаря которым Республика Ингушетия – самостоятельный регион в составе России. Мы ценим работу каждого из глав республики, внесших свой вклад в развитие Ингушетии.